Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Валентины Семеновны Чаплиной, члена Союза писателей СССР и Чувашской АССР, детского писателя, поэта, драматурга, переводчика, ведущей детских радио и телепередач. В этот день в библиотеке Чебоксар, названной ее именем, проходят праздничные мероприятия, литературные экскурсии, просмотры передачи «Простые истины», театрализованные постановки и литературные встречи с членами Союза писателей России. Объединение библиотек города Чебоксара подготовило уголок, посвященный столетию со дня рождения писательницы. Этот проект удалось реализовать благодаря фонду президентских грантов. Фонд Валентины Чаплиной поступил в Государственный архив в 2022 году. Теперь там хранятся более 560 ее дел. Документов много, так как Валентина Семеновна была разносторонней личностью. Поэтесса, прозаик, драматург, автор лирических песен, статей, ведущая телевизионных и радиопередач. Создателям уголка отбирать произведения для мероприятия было сложно. В каждом произведении, в каждой книге читатели находят самих себя. Она делилась своими переживаниями, впечатлениями, рассказывала о себе. Например, то, что она работала в эвакогоспиталях, то есть она видела и эту сторону войны. То, что она работала на лесозаготовках во время войны. Потом, то есть она помогала не только своим творчеством людям, не только своим сопереживанием, отзывчивостью, но и пыталась сделать что-то своими руками. Валентина Чаплина родилась в Брянске в семье служащих. С начала Великой Отечественной войны осенью 1941 года она была вынуждена эвакуироваться из родного города в Чувашию. В Чебоксарах вела активную литературную и общественную деятельность, но больше всего она любила писать для малышей. Инна Никанорова с детства наблюдала за работой Валентины Семеновны. В далекие 80-е годы ее мама, будучи режиссером на телевидении, работала с Валентиной Семеновной в редакции детских программ. Все мое детство прошло под впечатлением этих необыкновенных передач. Присмотрись и разгляди-ка. А это что такое? И я даже раньше узнала Валентину Семеновну как ведущую телепередач и радиопередач. А позже я уже приобщилась к ее книгам, замечательным книгам. Валентина Чаплина хотела научить детей уважать старшее поколение, привить любовь к окружающему миру. Валентину Семеновну вообще вспоминают как ярого ценителя природы. За это и многое другое ее любили и уважали. Однажды, когда у меня в доме завелся сверчок, и он так голосил все время, к ночи ближе всех нас будил, я ей об этом рассказала. Она: я так хочу сверчка. Я и выловила этого сверчка, принесла в коробочке, поселили его под ванной, и он ей свиристел очень долго. И она радовалась. Праздничный вечер счастья, ощущая как нужность другим людям, посвященный столетию со дня рождения Валентины Семеновны Чаплиной. С этой истории начинается проект о выдающихся земляках Чувашии. Кто получит заветную эстафетную палочку, узнаем уже в следующем году. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Павел Редков, Игорь Зверев. Республика.